Он-то, значит, вернулся больным, язва желудка все было, значит, 7 лет после войны еще служил. После этого он, раз больной, пошел работать пчеловодом. И всю жизнь проработал пчеловодом на самой пенсии. Вот от него я, значит, еще в детстве заметил, что он, ну как выразились врачи, значит, мне профессиональная болезнь пчеловода – это остеохондроз, потому что мы стоим над ульем, поднимаем тяжести. И вот, естественно, эта болезнь развилась. И я в детстве еще заметил, что он заходит в подвал, значит, собирает пчел, и мою мать просит, чтобы она поставила на поясницу пчел. Я это заметил, значит, ну, после того, как проставили ему пчел, после этого до самой смерти, ему 85 лет он прожил, 85 лет он прожил, ни разу не видел, чтобы он когда-то жаловался на поясницу. Хотя вот мне было еще пацаном, я лет, наверное, 10 было, когда ему вот это производили, значит, манипуляции вот такие. Значит, в дальнейшем жизнь складывалось так, что вначале заболел у меня брат, правильно сказал товарищ, простатитом. Ну, правда, он вел неправедный образ жизни, но все равно простатит он развивался, в конце концов остался он один жить, дети разъехались. В очередной раз я к нему прихожу, он плохой. Я говорю, что случилось? Он говорит, сходил, значит, сейчас я быстро схожу, по нужде быстро. Выходит весь в слезах. Я, что случилось? Что плакал? Ты что-то плачешь? Выходит. А это я так мочусь. Извините за выражение, конечно. Вот. Чисто надавливаю, говорит, на мочевой пузырь, и у меня красная жидкость вытекает. Каждые полчаса хожу весь в слезах. Я говорю, иди в поликлинику. Он говорит, бесполезно. Ну, смотри сам. Значит, раз не хочешь, я же не буду заставлять его силком. Через недельку позвонили, сказали, приезжай, твой брат в тяжелом состоянии, значит, не встает, все под себя. Я вызвал скорую, скорая приехала, увезла. Помыли все, там, в ванной все приняли, отправил в скорую. Не успел от него уйти, пока форточки закрывал, все. Смотрю, уже машина стоит, думаю, кого-то высаживает. Я так удивился, что думаю, не его ли привезли? Выхожу, точно его. Водитель привез, на скамейку садить, увезли лежачего. Водителя спрашивают, почему ты его обратно привез? А все, ему первую помощь оказали. Брат весь трясется, он ходить не может, он уже практически при смерти, значит, видимо, вот, потому что лежачего увезли. Он объясняет так, она стала меня щупать животик, значит, у меня жидкость потекла, естественно, все равно все время пузырь полный, она давит, потекло, и говорит, это, сказала, вот я его смотрю, он здесь лежит и писается, везите его обратно. И вся скорая помощь. Привезли, значит, я на другой день делать нечего, поехал в поликлинику, значит, вызвал участкового, она лекарство прописала, посмотрела, все нормально. Ушла, я лекарство выкупил, отдал ему, вот, говорит, пей. Через 2 дня, как раз лето было, я на пасеку съездил, с пасеки возвращаюсь, надо проверить брата, прихожу. Картинка еще хуже стала. Теперь у него все ноги опухли. Я догадался, что почки отказали теперь с этих лекарств. Полностью ноги, это невозможно было, как у слона, у него нормальные ноги были. Я говорю, все, от врачей у нас помощи никакой нету. Я убедился, потому что скорая привозит, а ходить жаловаться, человек умрет. Я, значит, тогда еще ничем таким не занимался, никого не лечил до сих пор. Ну тут, как бы, родной брат надо спасать. Ничего, понятно. Это понятно. Я, значит, сделал прополис, собрал гаммагенат, потом осиновую кору, пчелиный подмор, и, значит, все это подготовил, трутневый гаммагенат прямо в рамке вырезал, с полурамки, дал ему, привез все, говорю, давай теперь лечись. Прополис, мед, пергу, трутневый гаммагенат, пчелиный подмор,
эта настойка была в то время уже настойки начали налбелать. Все, что было. Да, все, что было, я ему дал, все. Единственное, я еще добавил туда осиновую кору, говорю, заваривай как чай, и добавил малину и листья малины, и еще березовые листья. Все это пей, говорю, все, употребляй, все, с меня больше я тебе ничем помочь не могу. Лекарства все выкинули, все, выкинули. Ну, в результате, вот он принимал это все, и через 2 месяца он стал мочиться нормально. Полностью, все. Я говорю, как у тебя? Все прошло. Я говорю, боли есть? Нет, все нормально. Ну ладно, вылечил. Значит, потом случилась такая ситуация, что у сестры, вот у женщины знают это, киста яичников, значит, появилась на яичниках киста. У сестры тоже в Бабушком районе живет, 3 месяца анализы собирала, по всей Удмуртии ездила, то в Ижевск, то туда, то тут, в очередь поставить, потом опять приедет. Кучу денег ушло, 3 месяца собирала, со слезами еле-еле приняли тоже, это первую республиканскую, сделали операцию. С одной стороны яичник удалили, с другой стороны оставили, типа без них нельзя, все, кисту удалили, подчистили, все. Через 1,5 года звонит, опять говорит, Коль, так и так, киста опять растет, а она чревата, изучал я эту тематику, раз уж это, на нажаловке, она чревата тем, что киста преобразуется в онкологию. Чтобы это не допустить, это надо стабильно оперировать, если киста появилась. Ну тут случайно, ведь она мне позвонила, опять говорит, растет, что делать, 3-й раз резать я уже не хочу. И в это время, не знаю, то ли из случая, кто-то подсказывает именно, чтобы мне позвонили. С Самары позвонили, сказали, что так и так нужна восковая моль. Я говорю, для чего вам нужна восковая моль, что хотите-то? Она медсестра там. Она говорит, да вот у нас одна женщина обратилась, у нее была двусторонняя киста, тоже посев такой мощный. И она 3 месяца пропила восковую моль, и это все, говорит, рассосалось. Я сестре позвонил, говорю, давай, говорю, сходи на УЗИ, если киста еще есть, она там аппараты пропивала какие-то медицинские. Если, говорю, киста есть, начнем лечиться, говорю, и бросаете лекарства, опять-таки. Уговорил ее, значит, сходила, все, посмотрела, да, все как было, так и есть, говорит, даже растет. Начал я ее лечить восковой молью, эту кисту. Мы пропили 3 месяца, через 3 месяца где-то она приблизительно через 3 месяца звонит и говорит, так и так, киста яичников рассосалась, никакой операции не надо анализы по 3 месяца сдавать. В этом плане тоже помогло. И этим я, значит, увлекся, раз не в каждом случае медицина помогает, а если помогает, то именно хирургическое вмешательство требуется. Вот. А после хирургического вмешательства там что-то удаляется, естественно. Вот эти жизненные 2 примера, когда именно пчелы и продукты пчеловодства конкретно помогли. Потом как-то еще был случай такой, но это из легких случаев, племянник приехал, значит, у него смотрю, приехал вот племянник, все, заходи в кухню, проходи, обувь снял, все, я тут задохнулся, я говорю, что такое, молодой парень? Запах. Запах, дышать нечем. Он говорит, так и так, минус 25 градусов на улице, у меня ноги потеют. К врачам обращался, что только не давали, ничего не помогает. Я говорю, все, понял, говорю, ну ты с таким запахом, извини, я говорю, я не могу рядом с тобой находиться. Все, давай, говорю, поехали на пасеку, сейчас я тебя буду лечить. Приехали на пасеку, я там медово-яблочный уксус я делаю. Вот, давай, говорю, медово-яблочным уксусом обработай. Медово-яблочный, да, именно что. Обработай, говорю, это ступни полностью. И вот, говорю, тебе мазь. Я делаю еще мазь. После вытяжки прополиса, значит, в водяной бане, значит, все это делается, вытяжку прополиса и размешиваю с вазелином. И, говорю, тонким слоем намажь, после этой обработки, значит, тонким слоем вазелина этого с вытяжки прополиса ноги. Он промазал 2 вечера, на 3-й день приятный молодой человек, приятно рядом с ним находиться. Другой раз тоже собака на пасеке овчарка, я обратил внимание, она вот так волчком вращается, и вот что-то случилось. Посмотрел,
возле хвоста, значит, вот такое пятно оголенное. Открытая рана. Я думаю, от чего, что? Думаю, может подкожные клещи еще. Ну, не стал разбираться. Мухи лезут, все туда лезет, значит, и без конца вращается. Я думаю, ну, жалко эту собаку, думаю, дай-ка этой мазью-то промажу просто. Чисто, чтобы оградить от мух. Все-таки там прополис, он пахнет хорошо. Я так промазал. И 2 раза тоже так промазал, 2 дня промазывал и забыл про нее, про собаку-то. Думаю, я уже забыл, дай-ка посмотрю, что. Посмотрел, вот такой ворсок вырос. Миллиметра 4 за неделю вырос ворсок, полностью затянуло все. Я был поражен, значит, этим делом. И уверенности как бы больше стало. И вот эту тематику я стараюсь развивать, людям помогаю. На сегодняшний день все, что дает пчелопродукты, значит, то есть, правильно сказали, пчелиный подмор, восковую моль обязательно делаю, стабильно делаю. Я в квартире выращиваю, там же все, технология у меня. Ну, Бывает, на старых рамках? Все на старых рамках, главное, чтобы продукты содержания улья, все там было. То бишь мед, перза, прополис. Некоторые на воротниках меховых выращивают. Не. Именно лечебный эффект идет только от того, что она питается этим. Если вы, и научные работы я читал тоже, если вы восковую моль будете выращивать, она восковая моль растет, в смысле, хорошо растет тоже просто на рамке, где коконы остались пчелиные, да, черные рамки. Без ничего, она тоже там растет. Но лечебный эффект в разы как бы меньше получается. И потому все зависит от питания. И используется не только сама восковая моль, но продукты их жизнедеятельности. Продукты их жизнедеятельности 5 раз эффективнее даже влияют на организм. Это что, вот эти черные? Да. Да. Это и собирают. Они 5 раз. Я выбрасываю. На сегодняшний день считается, что один по экономическим показателям, один корпус улья, заполненная рамками и выращена там восковой молью, приравнивается содержанию пасеки, то есть отдачи от пасеки в 60 семей. С одного корпуса. А за счет чего? Личинки? Продажа? Личинки, да, за счет продажи, потому что на сегодняшний день 100 грамм восковой моли стоит 500 рублей. 100 грамм, это 25% имею в виду. Нет, 100 грамм настойка уже, вытяжки, 25%. да. Стоит 500 рублей. А там можно... Да, или водка там? Нет, там должно быть градус где-то в пределах 50 градусов. Если восковая моль вживую туда... Ну, как на водке можно. Не, водка слабоватая. Чуть-чуть. А это вот настойку 70 делаешь, если туда восковую моль кладем вживую, имеется в виду червячком, то она за счет того, что влажность, она доходит до 50 градусов. Немножко можно дополнить? Да. Значит, феномен восковой моли заключается в том, что вот выделение скалом вещества растворяет оболочку восковую, которой покрыты бактерии этого самого туберкулеза. Да. Значит, туберкулез не могут наши лекарства, даже пенициллин и прочее, потому что они покрыты тонкой оболочкой воска. Воск не растворяется самыми крепкими кислотами.